Хотя по итогам этого года мы прогнозируем рост по отдельным основным показателям социально-экономического развития нашей республики, тем не менее это не тот рост, который мы предполагаем, который должен обеспечить выполнение наших основных задач. Это первое. Опережающий рост реальных доходов населения республики. Во-вторых, это обеспечение в полном объеме наших расходных полномочий государственного бюджета республики. В-третьих, это обеспечение инвестиций в наши основные, очень важные для нас отрасли экономики. Вот как пример, рост валового регионального продукта на конец года прогнозируется до 2,5% по отношению к прошлому году. Как вы понимаете, это не та динамика, которая позволит выполнить наши задачи. Ну и в связи с этим самый ощутимый эффект, который можно получить по повышению доходов, является развитие промышленного производства в республике. Это речь идет прежде всего и о модернизации, расширении существующих производств, алмазодобывающей промышленности, ввод в действие рудников Западной Якутии, это завершение обустройства угольных месторождений, ну и также развитие новых производств. Вопрос стоит о реализации инвестиционного проекта «Комплексное развитие Южной Якутии», Восточной газовой программы, освоение Яно-Колымской золоторудной провинции. Необходимо отметить, что взаимоотношения с нашими крупными предприятиями, недропользователями должны строиться, должны предполагать заключение соглашений, в том числе с условиями их участия в социально-экономическом развитии территории нашей республики. Конечно же, нам необходимо будет обеспечить их задел на будущее, поэтому речь идет о расширении нашей минерально-сырьевой базы республики, проведение крупномасштабных геолого-разведочных работ. Кроме крупных инвестиционных проектов стоит задача развития таких отраслей, как лесопромышленный комплекс, агропромышленный комплекс, развитие предпринимательства, малого и среднего бизнеса. И я бы хотел особо остановиться на развитии предпринимательства, потому что вообще эта сфера надо рассматривать прежде всего как возможность повышения занятости населения республики. При этом мы вовлекаем людей незанятых и обеспечиваем их на долгосрочную, среднесрочную перспективу достаточно стабильными доходами. В этой сфере нам необходимо будет усилить работу по обеспечению образовательного процесса, потому что многие готовы участвовать в этом процессе, в развитии предпринимательства. Люди просто не получают необходимой информации, боятся и видят большие риски, которые можно снять в процессе их, скажем так, повышения их образовательного уровня. Кроме этого, необходимо обеспечить необходимый стартовый капитал для работы малого предпринимательства. Но, кроме этого, конечно, стоит вопрос о стимулировании развития гранильной и ювелирной промышленности в республике. Отдельно надо остановиться на принятии программы развития арктических улусов республики. И здесь надо выделить два основных направления. Первое – это развитие промышленности, промышленного производства на территориях арктической зоны. Это и добывающая промышленность, это и рыбоперерабатывающая промышленность, это и развитие социальной сферы. И второй момент – это обеспечение снижения затрат, оптимизация расходов, связанная с северным завозом, связанная с нашей ресурсоемкой функционированием нашей жилищно-коммунальной комплекса арктической зоны улусов. Поэтому такие задачи стоят. На ближайшую перспективу перед нами стоит задача по масштабному сносу ветхого аварийного жилья, ввода новых жилых домов. Вообще отдельно хотел бы остановиться на снижении наших расходов. Об этом говорил и президент республики в бюджетном послании 2014 года. На фоне, скажем так, отсутствия таких больших прорывов в получении доходов, у нас постоянно в республике, как и в других субъектах Российской Федерации, стоит вопрос о росте наших расходных обязательств.
Это связано и с принимаемыми решениями на уровне Российской Федерации, ну, в частности, на выполнение тех мероприятий наших дорожных карт, которые утверждены указом президента республики и распоряжениями правительства республики в соответствии с указами президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года, включая те мероприятия, которые связаны с повышением заработной платы работников образования, здравоохранения, культуры, сферы социальных услуг. Нам необходимо консолидировать на ближайшие 3 года порядка 600 миллиардов рублей. При этом, вы знаете, наши текущие расходные обязательства уже растут, и в 2014 году мы такие расходные обязательства, как фонд оплаты труда, у нас будет составлять порядка 60 миллиардов рублей, практически сопоставимо с нашими собственными доходами бюджета. Поэтому перед нами сейчас стоит задача оптимизации расходов. Это уже наше жизненно необходимое условие. Нам в этой сфере предстоит принимать какие-то конкретные решения. Уважаемые коллеги,